Здравствуйте. Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алатулаев». С вами Мирбек Молдакунов и Азамат Кадыр Тохтуаев. В стране идет активная борьба с коррупцией. К сожалению, среди самых коррумпированных государственных органов в топ-5 находится судебная система. Буквально на днях судья был задержан со взяткой в 50 тысяч долларов. Об этом озвучил сам председатель Верховного суда. Поговорить на эту тему мы приехали в здание Верховного суда. Будем беседовать с заместителем председателя Верховного суда Мусаевым Нурланом Алишеровичем. Нурлан Алишерович, добрый день. Здравствуйте. К сожалению, не всегда глаза Фемиды закрыты. Наблюдаются такие негативные явления, да, как коррупция, как взяточничество в сфере судебной. Да. И вот какая работа проводится с вашей стороны, со стороны Верховного суда, да, чтобы искоренить вот это зло? С момента назначения на должность председателя Верховного суда Кыргызской республики Базарбекова Замирбека Хурамаевича основной целью деятельности было поставлено именно повышение авторитета судов и борьба с коррупционными проявлениями. И как начало этой работы была поставлена цель это повысить материально-техническое обеспечение судебной системы, поскольку это один из элементов борьбы с коррупцией. Второй этап этой работы был обозначен как проведение ротации судей. И третий этап – это повышение уже непосредственно качества отправления правосудия. И в этом плане ведется активная работа. К сожалению, да, судебная система который год уже в топ-5 самых коррумпированных органов, да, и чтобы бороться с этим, да, со стороны Верховного суда предпринимаются такие меры, как ротация кадров, да. На сегодня эти меры дают какие-то свои плоды? Естественно, как вы уже знаете, в прошлом году это была проведена, первый раз была проведена масштабная ротация, когда поменяли местами 312 судей. Конечно, это сопровождалось определенными сложностями, поскольку за каждым судьей стоит семья, это обеспечение жильем, обеспечение садиками, обеспечение детей местом учебы, трудоустройство супруги. Но несмотря на все трудности, мы пошли на этот шаг, поскольку для того, чтобы именно улучшить качество отправления правосудия, поскольку было очень много нареканий на то, что судьями назначались люди там, где они жили, родились, жили там, где у них родственники, а это, соответственно, мешает работе. И чтобы не было таких нареканий, пошли на такой шаг. И, естественно, это дает свои плоды. Во-первых, были многие судьи оторваны от таких сказать, связей, да, ненужных связей. Во-вторых, из столицы, допустим, да, и ближайших районов судьи были направлены, те судьи, которые имели большой опыт работы, они были направлены в регионы, и этим мы усилили регионы тоже. Любая работа, она дает свои плоды, но для этого нужно, чтобы дать оценку, необходимо определенное время. Конечно, Нурлан Алишерович, со стороны государства делается очень многое, да, чтобы судьи работали прозрачно, честно, да, и повышают зарплаты, создают им такие условия, но, к сожалению, такие явления происходят. И скажите, пожалуйста, на днях, по-моему, в соцсетях появилась такая информация, что в судебных кабинетах, да, когда идет процесс, не всегда работает аппаратура, которая записывает, да, весь этот процесс. Процесс аудио-видеофиксации и установки оборудования у нас был начат в 2018 году. Вначале было 3 пилотных суда. В рамках этой работы было в республике на сегодняшний день, сейчас уже данные, мне кажется, чуть изменились, потому что у нас сейчас идет процесс выдачи, судьям предоставляются новые здания.
Ну, на тот момент у нас было 193 зала судебных заседаний, и вот начиная с 18 по 20 год оборудование было установлено в 157 залах. Вот. Но мы столкнулись с такой проблемой. Держатели программного обеспечения находятся на Украине. Это все проводилось, работа по цифровизации проводилась при поддержке Евросоюза. Они проводили тендер, они определяли поставщиков, и вот программное обеспечение, держатель программного обеспечения находится на Украине. Вот, и мы в связи с известными событиями в Украине столкнулись с такой проблемой, что мы сейчас не можем обновлять оборудование. Вот, это, соответственно, сказывается на том, что это же как техника, она изнашивается, и само программное обеспечение, оно требует постоянной модернизации. Вот поэтому в июле этого года председателем Верховного суда была утверждена новая концепция развития АВФ. Вот, и мы идем по пути того, чтобы разработать собственный продукт. Вот, чтобы мы могли уже его постоянно модернизировать, и чтобы у нас была возможность постоянно технического обновления его. И я думаю, что у нас вот эти проблемы, которые говорят, что не всегда включают вот этот аппаратный комплекс, со временем мы их устраним. Вот. Возможно, есть и человеческий фактор, поэтому я хотел бы обратиться к участникам судебных разбирательств, чтобы они фиксировали эти факты, вот, и непосредственно обращались к нам, что умышленно не был включен, допустим, аппаратный комплекс, не было проведено аудио-видеофиксация судебного заседания, и мы, соответственно, будем принимать меры в отношении таких судей и работников аппарата. Да, вот в этом плане председатель сказал буквально час назад, что будете обращаться в китайскую сторону, да, за помощью, за именно оснащением судебных залов, да, такими подобными аппаратурами. И вот скажите, пожалуйста, вернемся к первому вопросу насчет того судьи, да, который брал такую крупную, да, взятку. Какая участь его ждала? И можете рассказать вкратце? Это было обращение председателя, у кыргызов есть выражение «Ваесин барда, итейн джаб». У русских говорят «Туши искру до огня, отводи беду до удара». Да? И это было предупреждением. Предупреждением, да, для всех судей, что у нас не будет избранных, что у нас идет борьба с коррупцией, и за каждый факт нарушения закона, за каждое коррупционное проявление судьи будут отвечать по закону. Это надо воспринимать как предупреждение. А в части деятельности, действий этого судьи, то, соответственно, правоохранительные органы внесут представление в Совет судей, и, соответственно, вопрос этот будет рассмотрен. Вплоть до... Совет судей дает согласие на привлечение к уголовной ответственности. И если это согласие будет получено, соответственно, ему будет предъявлено обвинение. Вот, это предъявлено, обвинение, уголовное дело будет направлено в суд, и суды в соответствии с законом примут законное решение. Вот как председатель отметил, что если они подлежат уголовной ответственности в виде лишения свободы, соответственно, будет и принято наказание в виде лишения свободы. Конечно, Нурлан Алишерович, эта статья коррупция, она же очень тяжкая же. И скажите, пожалуйста, эти судьи, да, которые будут уличены и в отношении которых вина будет доказана, да, их ждет конфискация имущества, лишение всех регалий, всех тех наград, которые они до этого получали, да, чтобы и другим повадно не было, да? Конечно. В соответствии с санкцией статьи будет принято соответствующее решение и будет назначено наказание.
И вот со стороны Верховного суда какая работа проводится, да, вот по прозрачности судебной системы, по объективности, да, судебных заседаний, вообще решений. Наверное, вам каждый день приходят люди, да, граждане, и жалуются на то или определенные обстоятельства, да? Ну, там, конечно, есть и человеческие факторы, и другие какие-то моменты, да? Ну, как я уже сказал, что одним из основных направлений деятельности председателя было это именно борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности, доступности правосудия. Поэтому председатель сразу же после назначения создал две мониторинговые группы, в состав которой входят представители бизнес-сообщества, представители неправительственных организаций, там частные адвокаты, практикующие адвокаты. Вот, и они обращаются со своими предложениями по устранению каких-то нарушений. Вот. В этом плане сейчас идет анализ, соответственно, будут приниматься соответствующие меры. Кроме того, вот мы буквально в июле месяце встречались с представителями Национального института стратегических исследований. Вот, и как бы мы обращаемся к ним с запросом о том, чтобы провести мониторинг вот, эффективности, да, оказываемых услуг. Только лишь по вине, допустим, работников судебной системы идут вот эти нарекания. Или в этом есть и другие причины, да? Допустим, это может быть недобросовестность или злоупотребление своими процессуальными обязанностями со стороны других участников процесса. И вот они должны нам провести вот такой расширенный мониторинг, определить проблемные зоны, и, соответственно, исходя из этого, мы будем работать над устранением выявленных ошибок. Вот. Кроме того, мы в прошлом году провели инвентаризацию постановлений пленумов судов на их актуальность, потому что у нас в практике, в производстве находились постановления пленума, еще принятые в 90-е, 80-е годы. Вот, и мы провели анализ, и те постановления, которые потеряли свою актуальность, вот мы подали их на утрату, они признаны утратившими силу. Вот, сейчас идет активная работа по внесению изменений в процессуальное законодательство, по совершенствованию процессуального законодательства. И, соответственно, с принятием соответствующих проектов законов, соответствующих поправок, мы будем анализировать и обобщать судебную практику, и на основании этого уже выносить новые постановления. Вот, я думаю, что это все будет нам как бы способствовать совершенствованию вообще судебной системы и судебной деятельности. Очень хорошо. Одним из новшеств, да, насколько мне известно, по-моему, за последнее время судьи начали разъяснять, да, вот свои решения. Если раньше они вот принимали какие-то решения, и все, дело закрывалось, и как бы никто не имел права, да, как бы спрашивать, почему он принял то или иное решение, да. А на сегодня, по-моему, судьи дают разъяснения. Да, это тоже было одной из инициатив председателя. У нас в Верховном суде был специально организован пресс-центр, именно для того, чтобы судьи давали разъяснения по резонансным делам. Конечно, это тоже воспринимается неоднозначно. Есть категория и общественности, и судей, которые считают, что судьи не должны давать отчет. Но я, как являюсь криминалистом, в УПК есть норма, что судья после оглашения судебного акта вправе разъяснить. Вот. И мы идем по пути того, что это не является отчетом, это является разъяснением того, на основании каких норм права и в соответствии с чем судья пришел к такому выводу и принял такое судебное решение. И это, с другой стороны, благоприятно
действует в плане как бы и просветительской, потому что не всегда граждане, они в совершенстве знают даже свои права, в совершенстве знают свои законы. Вот. И когда судья дает правильное разъяснение, то, соответственно, стороны делают необходимые выводы из этого. И это, я думаю, что тоже благоприятно действует на как бы повышение авторитета судов. Конечно, конечно. Ну вот, к сожалению, мы в обществе, конечно, население, граждане, да, и вот другие структуры, они все признают, что есть судьи, да, которые честно работают, да, которые честные, принципиальные и так далее. Но, к сожалению, в каждой стадии есть паршивая овца, да, которая портит всю картину, да, вот такими своими действиями, как мы уже выше отметили, взяв взятку в $50 тысяч, да, и как бы стирает все достижения, да, которые делаются в этой системе. Нурлан Алишерович, огромное спасибо вам за то, что уделили нам время, ответили на наши вопросы. Дай бог, чтобы судебная система, да, была прозрачна, и чтобы глаза Фемиды всегда были закрыты, и все решения были приняты честно, справедливо. Да? Спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что с общими усилиями, с помощью всех правоохранительных органов, с помощью вообще гражданского общества мы добьемся поставленных целей, и у нас будет действительно независимая, справедливая судебная система. Еще раз спасибо. Дай бог, удачи в делах, спасибо огромное. А я, уважаемые телезрители, напомню, что с нами беседовал зампредседателя Верховного суда Мусаев Нурлан Алишерович. Это была программа «Алату Лайв». Здесь работали Мирбек Молдокунов и Азамат Кадыр Тухтоев. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.